В первые дни лета мы пришли к Ляне Алексеевне Яковлевой, мастеру народных художественных промыслов, эвенкийской мастерице из села Тяня Алепинского улуса. Ляна Алексеевна занимается традиционными ремеслами, которыми научилась от бабушки и матери. Ляна Алексеевна встретила нас в доме своей дочери Констанции и, как истинная эвенкийка, провела обряды Чичипкавун и Сулганни. Прежде чем начать большое дело, перед охотой, перед большими праздниками, эвенки проходят обряд очищения, проходя через деревянную арку Чичипкан и благотворный дым багульника. Завязывая ленточки, мы просим у Савяки жизненной удачи во всем – здоровья, благополучия, удачи и счастья. Ленточка символизирует небесную нить жизни, связывающую с небесными воротами. «Есть олень, есть эвен», так написал народный писатель Андрей Кривошапкин. Олень для народов Севера – священное животное. Он не только средство передвижения, но и сытная пища, из его шкуры шьют крепкую и теплую одежду, покрывают свое жилище. Раньше все хозяйки умели обрабатывать шкуры, инструменты и тонкости обработки передавались из поколения в поколение. Сейчас же этим умением обладают единицы. Представляем вам мастер-класс по выделке оленей шкуры традиционным народным способом нежная ровдуга. Ровдуга – это замша из оленей и лосиной шкуры у народов Севера и Сибири. Ее лучше всего использовать из шкур молодых оленей. Обработка свежей шкуры начинается со снятия шерсти и мездры острым ножом от головной части к хвостовой. По направлению роста волоса шерсть легче отходит от кожи. С этой стороны, именно не с той стороны, а с этой стороны. Вот так она быстрее, вот такими толстыми этими, она легко разделывается. Так, все, вот эту всю шкуру убираем, и растягиваем. Затем шкура сушится в развернутом виде от 2 до 5 дней. Для этого у мастерицы заранее приготовлена рама. Между двумя деревьями параллельно друг другу закрепляются 2 жерди на расстоянии приблизительно 1,5–2 метров. На шкуре по краям делаются небольшие разрезы, в которые продеваются кожаные веревки. Этими веревками шкура крепится к раме в натянутом виде. Твердая, такая высохшая. Как только шкура высохнет, начинается ее выделка. Мастерица расстилает ее на полу или на земле. Скребком, который Ляна Алексеевна называет кедере-фу, снимают сухую мездру с обеих сторон. Видите как? Вот она как берется. И с этой стороны можно. И потом с той стороны обязательно мы тоже делаем. С той стороны мы делаем. С той стороны все сделали. В это время, значит, сделали. Затем шкура дымится, то есть проходит стадию копчения, которая длится примерно 2–3 суток. Наша мастерица рассказала, что для этого процесса она ставит маленький дугообразный чум-дымокур, внутри которого вешаются шкуры. Для копчения используют труху сосны или тальника. Через определенное время шкуру переворачивают на другую сторону. Смотря от использования кожи и для улучшения качества, особенно для пошива обуви и верхней одежды, кожа дубится. Ее смазывают рыбьим жиром, мозгами или внутренним жиром оленя. Так кожа становится мягкой, при ношении одежды и обуви при сырой погоде не пропускает влагу и, высохнув, не твердеет. Значит, именно после этого, примерно это где-то 2 дня бывает. 2 дня, смотря, потом переворачиваешь, который повесила на дымокуре, опять. Где там дымокур, в другую сторону поворачиваешь. Потом опять поворачиваешь. Вот она с этой стороны желтенькие стали, пожелтели. Почему? Потому что она, чтобы крепкая была. Она, чтобы не распаривалась. Не распаривалась, да? Значит, вот это после этого мы уже замачиваем. Сразу намачиваем. Специально я приготовила вот эту вода такая, мыльная, именно хозяйственное мыло мыльное. Вот отсюда я взяла.
Она мучится где-то 3 дня примерно. Ага. 3 дня мучится, вот убираем. Ага. И здесь вот она именно таким. После одеваем. вымачивания Вот видите, шкуру вот выжимают так вот с этой и стороны растягивают, одевается. закрепив верхней Ага, частью так к столбу сделай. или Вот дереву. сделали, с Нижний этой стороны конец напрягать, вдевается да, на палку одели. через И отверстие в обязательно местах ног и вот хвоста. так не надо, вот выкручивать надо. Во, с этой стороны. Ага, вот так делается. И это тоже с этой стороны. Так, она выкручивается. Ага, вот такая. Мастерица туго Выкручивается. закручивает и растягивает, Вот при она этом веточкой идет, говорит вот вода ритуальные течет слова туда. «Моникал, Ага, чуть-чуть моникал», суховато, что здесь у нас значит осталось «мнись, с той мнись». съемки, да? Вот она крутится, крутится, покрутить так, крутить. Ага. Вот она крутится, крутится. Долго надо. Ага, да. Вот когда крутишь, опять растягиваешь, потому что там вода течет тоже, да? Выжимается, да. Выжимается, вот крепко она закручивается, вот уже начинает туда крутиться, да, вот она. Ага, вот берем, вот опять растягиваем, вот так вот. Ага, вот она пошла. Ага. Вот она растягивается, вот уже растянули. Так вот теперь все, даже этим... Эта можно, веточка и даже стряхивает на лишнюю родном воду, языке так как на говорят, этом чтоб она этапе быстрее. кожу трогать рукой нельзя. Моневка, вот так вот, Монингнеров. Вот это растягивается она. Вот видите, как растягивается. Вот после этого где-то минут полдня, примерно полдня. Вот опять вот обратно снимаю. Ага, вот обратно снимаю. Вот обратно снимаю. Ага, начинаю уже разделывать, да? Ага. Чтоб она Затем сразу кожу снимают, сухая, вот натягивают такая, чтоб она на сразу полукруглую доску мятая опору. была. Вот видите, как растянула с этой стороны. Так, посмотрите-ка, вот. Вот теперь садимся. Такое дерево берем, именно упираем. Обычно они такие круглые бывают. Ага, вот круглые. Ага. Вот, значит, берем намоченную вот такой мокрую. Так, оттуда упирается она, растягивается. Вот она. Ага. Вот так растягивается. И берем вот наш инструмент. Вот она. Вот здесь уж вот, видите, как она уже белая становится. Посмотрите-ка, вот. Ага. Инструментом Вот с мелкими стороны, тупыми с этой зубчиками стороны ОУН аккуратно, снимается аккуратно лишняя влага. делаем. Так обрабатывается Ага, с даже обеих вот таким сторон. образом, Кожа значит, становится мы идем белой, сухой и к мягкой. этому. Ага. И с этой стороны, с той стороны притягиваем. Так, упираемся. Вот упор обязательно должна быть, потому что, чтобы она... Ага. Вот, посмотрите-ка, уже белая. Вот так вот она примерно разглаживается. Ага. Вот так вот. Вот теперь вот это убирается. Вот она убирается. И уже готовая у нас получается вот в таком виде. Ага. Вот растягивается как. Можно растянуть таким образом. Ага. Вот она. Ага. Это кадыря называется. Кадыря в кил. Ага. Ага. Чтоб мягкая стала. Вон. Ага. Можно даже так сделать. Вот такими. Упорствовать. Вот. О, как у нас. Здесь, если твердая, она так обычно так здесь. Они грубые такие бывают. О, посмотрите-ка. Вот. Чуть-чуть Сняв кожу с дерева, ее края Все, обрабатывают инструментом чучун, маленьким такие аналогом эти. ууна. Ага. Чучун также имеет мелкие зубчики. Вот, чтобы она... Вот теперь уже сушится она. Ага, вот и с той стороны, с той стороны. Вот начинаешь умять. Здесь уже мелко не нужна.
Ага, потому что это ручная. Вот такая, чтобы она такая совсем мягкая стала. Вон, посмотрите-ка, совсем вот. Ага. Вот руками вот так вот мнется. Этих. Если здесь, например, вот такая дырка становится, да, ну, смотря вот это намачивать. Оленья шкура не всегда целая. Из-за личинок оводов и порезов инструментами кожа имеет мелкие дыры. Лиана Алексеевна не делает заплатки. Края дыр увлажняет и зашивает жильной нитью. После ручной выделки заштопанное место становится незаметным. Нити нет. Нитка с этой стороны не видно, с этой стороны не видно. Потому что она, если это мешает, например, скроила, здесь что-то нужно сделать, да, не обязательно там перешить, такой кругленький делать. Это уже растягивать, растянуть надо, намочить и растянуть. Вот растянули там между кожей, вот так берем иголку с ниткой, между сюда тоже, здесь тоже. Она вот как бы соединяется ровненько, так, и даже нитку там не видать. Затем мастерица мнет вручную, пока кожа не станет мягкой и эластичной, как ткань. Таким же способом обрабатывается шкура лося и зюбря, из кожи которых шьют торбоза и вьючные сумки-короба. Ровдука готова. Можно шить одежду, летнюю обувь, использовать для изготовления аксессуаров и утвари. Словно звезды взгляд искрится, и красив девичий стан, шьет иголкой мастерица разноцветный кумалан. В гнездах, сделанных из меха, белки спят и видят сны. Лиственничные орехи поглощают сок весны. Возле чума, кончив дело, белый мой олень стоит. Спят деревья в шапках белых, только чум один не спит. В нем раскосая девчонка, разложив вокруг меха, шьет и шьет иголкой тонкой кумалан для жениха.